Президент Алан Гаглоев принял участие в торжественной церемонии открытия Дней культуры Южной Осетии в Российской Федерации, выступив с приветственным словом перед представителями культурного сообщества, дипломатического корпуса и гостями мероприятия. В своем обращении глава государства отметил, что проведение Дней культуры является важным символом тесных связей между двумя странами. От имени народа Южной Осетии я себя лично рад приветствовать всех вас сегодня на торжественном открытии Дней культуры Южной Осетии в Российской Федерации. Для нас большая честь и радость представить наше культурное наследие в этом гостеприимном зале перед такой благодарной и взыскательной аудиторией. Искренне благодарны руководству и народу России за возможность разделить тепло наших сердец на этой легендарной сцене. Самые теплые, самые сердечные слова признательности в этот день я хочу адресовать всем нашим российским друзьям. Нас связывают узы взаимного уважения, общей истории, славные страницы боевого содружества и нашего общего стремления к миру и стабильности. Президент также отметил, что культурное сотрудничество между странами носит системный характер и продолжает активно развиваться. Южная Осетия и Россия – это гораздо больше, чем просто добрососедские отношения, скрепленные историей и договором. Именно в единстве с Россией мы видим надежную основу для сохранения нашей государственности, безопасности и, конечно, для свободного развития нашей культуры, языка и традиций. Сегодня, как и всегда, мы чувствуем это плечо поддержки, и Дни культуры Южной Осетии в России – яркое свидетельство нашего духовного единства. Мы глубоко признательны российской стороне за то, что культурные обмены между нашими странами носят системный характер. Российские артисты всегда покоряют сердца зрителей Цхинвала. Уверен, что и Москва примет наше искусство с той же теплотой, на которую способна только братская душа. На июнь в Южной Осетии запланировано проведение Дней культуры Российской Федерации. Отдельно президент указал на значение культуры в современном мире. Мы живем в эпоху, когда информационный шум и геополитическая турбулентность стремятся размыть границы между истинным и навязанным. И именно в такие времена культура становится подлинным камертоном правды. Значение культурных обменов сегодня переоценить невозможно. Когда звучат старинные героические песни, когда артисты исполняют древний величественный син и благородный танец хонга, это не просто эстетическое удовольствие. Это воплощение нашего духа, нашей свободы и нашего права оставаться собой. Говоря о программе мероприятия, Алан Гаглоев подчеркнул, что российские зрители смогут познакомиться с ключевыми элементами осетинского искусства, народными танцами и песенными традициями. Программа подарит зрителям встречу с живой историей. На сцене будут представлены легендарные произведения народной хореографии и народной песенной традиции, ставшие классикой осетинского искусства. Когда вы будете смотреть на стремительные движения танцоров и слушать многоголосие наших певцов, знайте, мы делимся с вами самым дорогим – душой нашего народа. Президент выразил благодарность Министерству культуры Российской Федерации и лично руководителю Ольге Любимовой за поддержку проекта и организацию мероприятия. Он также напомнил, что в июне в Южной Осетии запланировано проведение Дней культуры России. Благодаря проектам, которые реализуют под эгидой Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Южной Осетии, мы выстраиваем тот самый мост, по которому наши народы идут навстречу друг другу, когда нет языковых барьеров и стереотипов. Хочу подчеркнуть, что сегодняшнее событие – это часть большой стратегии, включающей двусторонние соглашения в области культуры и масштабную программу сотрудничества, которая охватывает музыкальное, хореографическое искусство, театр, кинематограф, музейное дело. Мы вместе работаем над сохранением нашего общего историко-культурного наследия, обмениваемся выставками,
поддерживаем молодые таланты и студенческие обмены. Общее культурное пространство России и Южной Осетии – это не пропагандистский лозунг, а ежедневная, увлеченная работа многих людей, от именитых худруков до студентов творческих вузов. В завершении своего выступления Алан Гаглаев поздравил участников и официально объявил Дни культуры Южной Осетии в Российской Федерации открытыми. Культурные обмены – это инвестиции в наше общее завтра. Я убежден, что каждый танец, каждая песня, спетая сегодня на русской земле на остинском языке, сделает нашу многовековую дружбу еще крепче. Позвольте мне еще раз поздравить всех нас с этим замечательным праздником искусства и объявить Дни культуры Южной Осетии в России открытыми. Министр культуры России Ольга Любимова, обращаясь к участникам мероприятия, подчеркнула значение культурного взаимодействия между двумя странами. Уважаемый Алан Эдуардович, дорогие друзья, приветствую вас на открытии Дней культуры Республики Южная Осетия в Российской Федерации. Этот значимый проект свидетельствует о прочности культурных связей между нашими странами, взаимном интересе и духовному наследию друг друга и искреннем стремлении к дальнейшему развитию гуманитарного сотрудничества. Россия и Южная Осетия неразрывно связаны общей историей, многолетними традициями дружбы и глубоким уважением к культурной самобытности наших народов. Сегодняшнее мероприятие вновь подтверждает, что культура остается важнейшей созидательной силой, способной укреплять доверие, сохранять историческую память и открывать новые возможности для общения между людьми. Любимова отметила, что Дни культуры Южной Осетии в России уже стали доброй традицией и имеют потенциал для развития. Дни культуры Южной Осетии в России по праву стали доброй традицией. Мы высоко ценим доверительный диалог наших культур и видим большой потенциал для его дальнейшего углубления. Уверена, что нынешние Дни культуры пройдут в атмосфере тепла, дружбы и художественного вдохновения. А встреча с юго-осетинским искусством оставит у зрителей самые яркие впечатления. Желаю участникам творческих успехов и новых достижений, а гостям незабываемых эмоций от богатой культуры Южной Осетии. Далее на сцене концертного зала имени Чайковского выступил государственный ансамбль песни и танца «Симд». Коллектив ансамбля представил зрителям расширенную программу. Хореографические номера и остинские народные песни не оставили равнодушными зрителей. Дни культуры Южной Осетии продлятся в Москве до 23 апреля включительно. В программе помимо концерта госансамбля «Симд» спектакли, тематическая выставка, где москвичи смогут лицезреть полотна югостинских художников. Зарина Кочиева, Аида Кочиева, Сармат Гузитаев. Информационный выпуск сегодня.